учители Таурата собрались вместе, Иса спросил их: Что вы думаете о Масихе? Чей он сын? Сын Давуда. Ответили ему. Иса говорит им: Почему же тогда Давуд под водительством Духа называет Масиха повелителем? Ведь он говорит: «Вечный сказал моему повелителю: сядь по правую руку от меня, пока я не повергну всех врагов твоих к ногам твоим». Итак, если Давуд называет Масиха повелителем, то как он может быть ему сыном? В ответ никто не мог сказать ни слова. И с этого дня они больше не решались задавать ему вопросы. Потом он вывел их из города до Байт-Ании и, подняв руки, благословил их. И в то время, как он благословлял их, он стал отдаляться от них и поднялся на небеса. Ученики поклонились ему и, безмерно радуясь, возвратились в Иерусалим, где постоянно находились в храме, славя Всевышнего. Вначале было Слово, и Слово было у Всевышнего. И Слово было Всевышним. Оно было в начале у Всевышнего. Все, что существует, было сотворено через Него. И без Него ничего из того, что есть, не начало существовать. В Нем заключена жизнь, и эта жизнь — свет человечеству. Слово стало человеком и жило среди нас. Мы видели Его славу, славу, которой наделен единственный, духовный Сын Небесного Отца, полный благодати и истины. Он – образ невидимого Бога, и Он превыше всего творения. Через Него было сотворено все на небе и на земле, все видимое и невидимое, будь то престолы, господство, начальство или власти. Все было сотворено через Него и для Него. Еще до того, как все было сотворено, Он уже существовал. И все творение держится благодаря Ему. Он глава тела, то есть вселенской общины Его последователей. Он начало всего, первый среди воскресших из мертвых, чтобы во всем иметь первенство. Всевышнему было угодно, чтобы в Масихе обитала вся полнота Всевышнего. Благодаря Его крови, пролитой на кресте, Всевышний примирил через Него с собою все, что на небесах и на земле. Он, имея ту же природу, что и Всевышний, не хотел во что бы то ни стало сохранить свое равенство с Ним, а наоборот,
унизил себя, приняв природу раба. Он стал подобным людям. Став и по виду как человек, он смирил себя и был покорным даже до смерти, причем смерти на кресте. Поэтому Всевышний возвысил его и дал ему имя выше всех имен, чтобы перед именем Исы преклонились все колени на небесах, на земле и под землей, и чтобы каждый язык признал во славу Небесного Отца, что Иса Масих есть вечный повелитель.